Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Саламар шолдушек, хоми бусурба вежри жри вая ариансабловой аричка саламар шолду. Здравствуйте, друзья мои. Сегодня у нас ролик будет посвящен весьма интересным кульбитам, которые происходят в информационном поле. Конкретно я, так как буду сегодня касаться Республики Дагестан, хочу вам показать метаморфозы, которые происходят как показатель. Год назад я снял вот такой ролик. Называется «Разговор с дагестанцами». 11 тысяч просмотров 10 месяцев назад. Вот это есть факт. Вы сами можете у меня найти на канале вот этот ролик. Он достаточно длинный. Ну вот, что я хочу вам показать. Самая важная вещь. Это Википедия. Я говорил о государстве Сим-Сим, чеченском государстве. И я хочу, чтобы вы увидели, что творят с нашей историей. На этом фрагменте Википедии про государство Сим-Сим было сказано, вот читайте, вот здесь вы можете прочитать. Сим-Сим, царство 11-16 веков, включающее территории в пределах не более 35 тысяч квадратных километров. Вы видите, это же не придумано. Я там дальше приводил примеры, сколько сегодня квадратных километров и сколько у нас было. Здесь самое интересное была карта, это между Сулаком и Териком, Сим-Сим, вот здесь нарисована. Карта Симсира прям написана здесь. И она сегодня тоже есть, в принципе, ее найти можно. Но давайте попробуем эту же Википедию открыть сегодня. Сегодня мы ее набираем Сим-Сим государство. И смотрите, что мы здесь видим. Название местности, ни одного слова нету того, что было ранее. Открываем дальше, чтобы было понятно, насчет того, что мы ищем. Здесь много вариантов, и эта информация исчезла. Теперь смотрите, какая она появилась. Площадь государства Сим-Сим я уже отдельно набрал, так как в Википедии уже этой, вот она Википедия, открываем ее же, уже наше время сегодня, спустя 10 месяцев. Кто-то посмотрел мой ролик, и кому-то не понравилось то, что мы там сопоставляем. Что произошло? Пропало упоминание о том, что 35 тысяч было квадратных километров государства Сим-Сим. И пропала карта, на которой было указано. Видите? Кто-то умудрился, и вы думаете, кто это сделал? Сделал народ Нохчо? Наши друзья сделали это? Или какие-то дополнительные доказательства нашли? Ну вот, я открываю уже площадь. Сим-Сим, царство 11-16 века, они уже отрицать это не могут, включающую территорию в пределах не более 25 тысяч километров квадратных. Вы можете представить себе? Остальная информация есть, но уже с 35 оно перешло на 25 тысяч. Вот что творят наши друзья, недруги и тому подобное. Которой 10 месяцев назад была одна информация в Википедии, и кто-то подправил. Как вы думаете, кто? Вот у меня вот такой вопрос. Сегодня я тоже буду задавать эти вопросы представителям народа Дагестана. Дагестан — это сообщество разных наций. Национальности дагестанец нету, чтобы вы знали. Кто-то входит в заблуждение и пытается сказать, да вот мы, дагестанцы, все являемся народом. Нету такого понятия, как народ-дагестанец. Народы Республики Дагестан. Вот это будет правильно. Так как у нас сегодня разговор о Дагестане, вот я хочу, чтобы вы видели настоящие границы Чечни и Дагестана до определенных событий. Это озеро Кьезной-Ам. Так как я сегодня, здесь граница проведена по озеру, я с этим абсолютно не согласен. И объясню документально, почему я не согласен. Несмотря на то, что идут сильнейшие искажения исторических фактов и подтасовка документов, как я вам уже показал на примере Википедии. Вот настоящая граница. То есть, насколько до 30 километров минимум от озера Кьезной-Ам проходила граница. Правда это или нет? Давайте проверим. Я задаю вопросы, правда или нет. В 1983 году председатель кабинета министров ЧССР была передана Дагестану часть Кьезной-Ам и территории, прилегающей к нему.
не имеет никакой юридической силы, не имея решения парламента и без решения референдума ЧССР, незаконно принятое решение не имеет юридической силы и подлежит обжалованию. Вот это карта номер 6, фрагмент карты к секретному соглашению председателя Верховного Совета Дагестанской ССР и председателя Верховного Совета Чечено-Ингушской ССР от 1983 года с справкой границ, в том числе по озеру Эзно-Ам. Друзья мои, я прошу представителей народа Дагестана, которые недолюбливают, скажем так, нас и считают, что их территории сегодня, которые они живут, это их территории, ответить мне на вопрос, какие события происходили в 1983 году. Правда это или нет? Вот здесь черными нарисовано, согласно 1983 году, новая граница, а я вам показал в предыдущем, вот так на самом деле она была, а не так, как ее провели в 1983 году, разделив озеро. И все. Это, во-первых, люди-то в кабинетах, что происходит, не знали. Это последняя война, и когда началось строительство, присваивание, то есть перечерчивание этих границ, когда они переходят на территорию уже тейпов, то вдруг встаем перед фактами. Оказывается, наши земли и не наши земли. До самого Харачоя перешли. Я понимаю, что в 1944 году были переданы земли, и когда нас выслали, половина Чечни принадлежала Дагестану, согласно документам. Но затем же, согласно документам, было внесено изменение. Вот про что разговор идет. Нужно вернуться в те границы, которые никак не могли быть территориями Дагестана. Меня легко обвинять там во всевозможных грехах, но, как вы видите, я вам показываю то, что у меня есть, как доказательная база. Пожалуйста, ответьте на эти вопросы, это правда или нет, приведите аргументы. Также я прошу своих подписчиков привести аргументы в доказательство этого со ссылками. Вот я вам даю информацию. И вот она, дополнительная информация. Я, конечно, могу отдельные документы выдергивать. Это целая история. Я уже готовил этот материал, но слишком длинными ролики получаются, которые вы тяжело смотрите. А здесь факт. Берем вырезку из газеты, извиняюсь. Открытый архив. История в документах. В президиум ЦК КПСС. Подписал этот документ Микоян, Ворошилов, Маленков, Брежнев и Беляев. Это было 22 декабря 1956 года. А теперь давайте его проверим и посмотрим. Комиссия по поручению Президиума ЦК с участием руководителей Грозненской области, Дагестанской, Северо-Осетинской ССР и представителей от чеченцев и ингушей рассмотрели вопрос о территории Чечено-Ингушской ССР. Это, заметьте, еще раз говорю, в 1956 году. То есть идет подготовка о возвращении о территории Чечено-Ингушетии. Я не знаю, кто был представитель от чеченцев и ингушей. Если вы знаете, приведите, пожалуйста, в комментарии. Бывшая Чечено-Ингушская ССР занимала территорию в 15,7 тысячи квадратных километров. Вы понимаете, что это абсолютная неправда. Территория, возможно, не буду спорить. Пожалуйста, тоже приведите документы. Я вам привел, как было 35 тысяч квадратных километров во времена государства Симсиш. То есть это были чеченские земли. Но они уменьшились уже в Чечено-Ингушетии до 15,7 тысяч квадратных километров, на которые проживало 697 тысяч человек. Из них 368 тысяч чеченцев и 84 тысячи ингушей. После упразднения республики в марте 1944 года все чечено-ингушское население было выселено в Казахстан и Киргизию. Из 24 районов республики 8 полностью и 4 частично отошли Грозненской области. 6 районов отошли Дагестану, 5 районов Северной Осетии, 1 полностью и 4 частично Грузии. Вот так раскидали нашу республику. В районы, вошедшие в Грозненскую область, было переселено из РСФСР, Украины и Молдавии 78 тысяч человек. Это к тому, что, конечно, мы в Советском Союзе жили дружно, братски, но на наши земли, которые сегодня пытаются похвалить, украинцы были, там, молдаване, все хорошие люди, там с ними несправедливо воюют и тому подобное. Но я думаю, что у нас
поводов для искренней любви тоже сильно нету. Не могу ничего плохого сказать, но факт остается фактом. Украинцы и молдаване, 78 тысяч человек, переехали на территорию, которая принадлежала народу Нохчо и народу Валвая, то есть ингушам и чеченцам на сегодняшний день. На территории, отошедшей в Дагестанская ССР, переселилось из высокогорных районов республики 46 тысяч горцев. Друзья мои, я приводил много роликов, это 114 населенных пунктов, хуторков, сел и тому подобное, переехали на нашу территорию. Еще раз говорю, переселилось не переселили, а переселилось. Надо не путать. Если здесь вы видите, что чеченцы, население было выселено, видите, здесь написано, население было выселено, а из высокогорных районов республики переселилось. Разницу чуете? Вот эту разницу, пожалуйста, представители республики Дагестан, которые переселились в эти районы, объясните разницу, переселились или переселили. Что это означает? В районы, включенные в состав Северо-Осетинской ССР, переселили 55 тысяч человек. Переселилось, опять же, в том числе 26 тысяч осетин из высокогорных населенных пунктов Юго-Осетинской автономной области. То есть Южной Осетии 26 тысяч осетин переехало на наши земли чеченцев и ингушей. Автономной области. И 15 тысяч осетин переселилась из Северо-Осетинской ССР. Территорию, вошедшую в Грузинскую ССР, осталась незаселенной. Теперь вам понятно, почему есть претензии как представителям народа осетин, как представителям народа Дагестана, и почему такой ярый, как с вами, нету у нас споров о не только территориях, а домах. Мы территорию как такого понимаем, что в Грузии, но они остались незаселенные. Грузины какое к нам имеют отношение? Они не заселялись. По крайней мере, этот документ говорит вот так. А ведь могли и остальные оставить незаселенной эту землю, как и грузины. Но нет. В настоящее время в бывших чечено-ингушских районах имеется 20 МТС, 123 колхоза и 11 совхозов с посевной площадью 350 900 гектаров. Поголовье крупнорогатого скота более 160 тысяч. И овец 509 тысяч голов. В промышленности занято 34 700 человек. Годовой объем валовой продукции составляет промышленных предприятий за 1955 год 4 миллиона 208 тысяч получается. Это вряд ли миллиарды. При изучении положения чеченцев и ингушей в Казахстане, в Киргизии, работниками аппарата ЦК КПСС рассматривался вопрос о возможности образования Чечено-Ингушского национального объединения на территории их нынешнего проживания, то есть имеется в виду в Казахстане и в Киргизии. Однако чеченцы и ингуши отнеслись к этому крайне отрицательно. В ЦК КПСС и на заседании комиссии групп коммунистов, чеченцев и ингушей просила учесть интересы их народа и образовать автономную республику на прежнем месте в ранее существовавших границах, так как их население ни на какую другую территорию не поедет, а представление автономии в любом другом месте будет, по их мнению, неполной реабилитацией этих национальностей. По вопросу о том, что их бывшие районы заселены, чеченцы и ингуши заявляют, что выселять никого не нужно. Они будут дружно жить и работать вместе с проживающим там населением. Имеется в виду выселять из республики. Но дома надо вернуть. О массовом стремлении чеченцев и ингушей к выезду на прежнее место жительства свидетельствует их самовольное возвращение в районы бывшей Чечено-Ингушской ССР, куда вернулось уже более 11 тысяч человек. Учитывайте, друзья мои, что действовал еще закон, подписанный Сталином, что это нарушение было постановление, и этих людей кого расстреляли, кого посадили и опять выслали, но уже в Сибирь. Эти 11 тысяч человек, которые пришли, их никто не встречал с объятиями. И именно русские, дагестанцы, армяне, все, кто был заселен, украинцы, делали в городе Грозном и в других населенных пунктах масштабные акции, протесты, митинги, чтобы чеченцев не возвращали. Все это можно документально проверить и подтвердить. Если я прав, пожалуйста, мои подписчики, дайте, пожалуйста, ссылку
на эти документы. А кто считает, что я не прав, тоже дайте, пожалуйста, что не было никаких митингов против возвращения чеченцев и ингушей на свои территории. Так вот, секретари обкомов партии и председатели облисполкома области Северного Кавказа высказали мнение, что представление автономии чеченцам и ингушам, народу, в каком-либо другом районе страны вряд ли будет реальным. Поэтому за основу территории, выставляемой Чечено-Ингушской ССР, восстанавливаемой Чечено-Ингушской ССР, они считают возможным принять прежние районы этой республики. Но ввиду их заселенности вносят различные предложения о границах Чечено-Ингушской ССР. Секретарь Дагестанского обкома КПСС товарищ Даниялов просит взамен Чечено-Ингушских районов передать Дагестану часть территории бывшего Кизлярского округа, имея в виду недостаток земельных угодий республики и большие трудности в расселении горцев, которые, по его мнению, уйдут из чеченских районов, но которые до сих пор не ушли из районов и с домов. А наоборот, этот район перешел в Дагестан. В частности, все те земли, которые общеизвестны. Это грубо мы говорим только на сегодняшний день, озвучим об Аухомском районе, хотя этих районов очень много. Секретарь Северо-Осетинского обкома КПСС Аг Кацев высказался против возвращения Чечено-Ингушской ССР районов, переданных Северно-Осетинской ССР, мотивируя тем, что эти районы заселены главным образом осетинами, и возвращать назад их было бы нецелесообразно. Секретарь Грозненского обкома КПСС Яковлев считает, расселяя чеченцев и ингушей, им следует отдать прежнюю территорию, а также часть районов Грозненской области, которые ранее не входили в Чечено-Ингушскую ССР. Учитывая все эти обстоятельства, вносим следующее предложение. Восстановить Чечено-Ингушскую ССР в основном в прежних границах, передав ей районы, отошедшие в 1944 году Грозненской области, Дагестанская ССР, Северо-Осетинская ССР и Грузинская ССР, за исключением пригородного района Северо-Осетинской СССР. Вы внимательно все слушаете именно те недруги, которые сегодня наши территориальные претензии считают необоснованными. Это говорит не я и не та часть, которая якобы что-то хотят и имеют против. Это закон сегодняшней даже Российской Федерации, это постановление ЦК КПСС, Коммунистической партии Советского Союза, о восстановлении и передаче тех земель, которые были переданы этим республикам. Кроме пригородного района. Пригородный район вплотную примыкает к городу Орджоникидзе и играет большую роль в обеспечении населения города продуктами сельского хозяйства. Я вот предыдущий ролик, если вы будете смотреть, вопросы ингушам, там четко, черно по белому, Аушев отказался от претензий на этот район. И мы ничего сделать с этим не можем. Территория района составляет 694 квадратных километра. Населена 3 тысячами человек, в том числе осетин 23 500 человек. Имеется 4 колхоза с посевной площадью 13,3 тысяч гектаров, 1 МТС и несколько предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, в которых занято 1200 рабочих. Дополнительное размещение и трудоустройство населения в этом районе сопряжено с большими трудностями. В связи с тем, что территория, передаваемая Чечено-Ингушской ССР, в основном заселена и на ней не представляется возможным расселить и трудоустроить все прибывающее население, считаем необходимым также включить в состав Чечено-Ингушской ССР притеречные районы Грозненской области, Наурской, Шилковской, Каргалинский. Территория указанных районов составляет 5000 квадратных километров. Население 49 200 человек. Имеется 2 колхоза, 5 МТС, 21 колхоз и посевной площадью 600 тысяч гектаров. 16 тысяч голов крупнорогатого скота, 225 тысяч овец. В этих районах есть возможность для развития животноводства. Вот, друзья мои, запомните, 5000 передали. Наших же земель, чеченских, которые было, мы знаем, 35 тысяч квадратных километров. Поехали дальше и смотрим. Было садоводство, виноградарство, строительство новых совхозов и предприятий пищевой промышленности, что позволит в течение ближайших
3-4 лет расселить и трудоустроить значительное число чеченцев и ингушей, упразднить Грозненскую область, передав оставшиеся районы этой области Крайновский, Кизлярский, Тарумовский, Каранагайский и город Кизляр Дагестанской ССР, а Чекулакский и Каясулинский Ставропольскому краю. Почему нам не вернули до сих пор наши земли? Вот вопрос. У меня вопрос представителям народа Дагестана. Вы видите, что упразднили Грозненскую область и передали плюс другим землям. Крайновский, Кизлярский, Тарумовский, Каранагайский и город Кизляр Дагестанской ССР. Вам эти земли просто подарили. Просто подарили за то, что вы вернетесь хотя бы в свои районы. Но вы вошли в свои районы? Вот вопрос. Вы вернулись на прежние свои земли? Да или нет? Дайте, пожалуйста, ответ. Что такое Ауховская земля? Что такое наши дома? Ленина, аул там, и тому подобное, которые вы переименовываете. Районы, передаваемые Дагестану, занимают территорию 14 800 квадратных километров с населением 93 400 человек, имеющиеся 3 совхоза, 7 МТС, 49 колхозов с посевной площадью 72 тысячи гектаров, 21 тысяча голов крупнорогатого скота, 276 тысяч овец. Включение этих районов в состав Дагестана позволит решить проблему переселения горцев в плоскостные районы, поднять экономику и малоземельных колхозов и лучше использовать кизлярские пастбища, закрепленные за дагестанскими колхозами. Заметьте, вы получали, представители народа Дагестана, все наши преференции, то есть вы получили имущество и так далее, и по сегодняшний день нашим имуществом пользуетесь. Плюс вам дали еще несметное количество земель вместе с колхозами и так далее, и все вам мало. И что интересно, заметьте, вот здесь самый важный вопрос. Включение этих районов в состав Дагестанской ССР позволит решить проблему переселения горцев в плоскостные районы. То есть здесь не сказано, что вас нужно было переселять уже после даже нашего возвращения на наши земли. Что вы сегодня делаете? Вы переселяетесь на наши земли, а не в те районы, которые были включены в ваш Дагестан, которые оттуда хотели переселить именно в эти районы. Именно поэтому попросили и поэтому вам дали. А Чекулакский и Каясулинский районы до 1944 года входили в состав Ставропольский край. Территория их составляла 5,5 тысяч квадратных километров. Население 31 тысяча человек. Имеется 2 совхоза, 6 МТС, 2 колхоза с посевной площадью 104 тысячи гектаров. 10,2 тысячи голов крупнорогатого скота, 166 тысяч овец. Передача этих районов Ставропольскому краю обеспечит более успешное их освоение и развитие. Документы эти подписаны, и в присутствии все это сделалось, с согласия вот этих личностей. Микоян, вы знаете, кто это был, Ворошилов, Маленков, Брежнев, Беляев, 22 декабря 1956 года. И согласно этому документу Чечено-Ингушская ССР была восстановлена. Но передача земель наших районов здесь не указано. Сегодня Ауховский и тому подобное, все эти районы должны были вернуться. И почему они не вернулись? Какие приняли постановления? Какие делали шаги? Это интересные вопросы, на которые я хотел бы, чтобы не я говорил, а вы в своих комментариях давали бы на ответы. И если это для кого-то не является документом, опровергните эти документы, цифры, которые здесь приведены, если у вас есть на это возможность. Вот такие дела. Поэтому представителям некоторых народов, некоторыми представителями этих народов, весь народ, я опять хочу сделать акцент, разговор не идет, но в массе своей под разными предлогами и прикрытиями сегодня идет на самом деле реальный геноцид чеченского народа на территории Дагестана. От того, что в отчетах будет преподноситься информация, что вот в Дагестане все ровно и нормально, абсолютная неправда. Если вы сегодня поинтересуетесь представителями народа Чечни, чеченской национальности, народа Нохчева, они по всем параграфам и пунктам ущемляются в своих правах согласно
законов Российской Федерации, Конституции Российской Федерации, местных законов не даются, не выделяются, даже не выделяются земли, хотя представителям, если уж брать, так скажем так, ну, чтобы не оскорбить целиком народ, которых переселили с гор или переселились они, им почему-то все преференции. То есть и сейчас ставится вопрос о том, чтобы их признали репрессированным народом, что якобы этому репрессированному народу очень тяжело жилось и тому подобное. И они пытаются сравнить свои с плясками и танцами переселения, наши дома, с нашими проблемами, с проблемами народа Нохчева. Я хочу ознакомиться со следующим документом. Из письма наркома внутренних дел Союза СССР Лаврентия Берии на имя Совнаркома СССР Микояна, секретно, 27 ноября 1944 года. Это уже к осени, то есть в марте месяце, в феврале нас переселяли, в марте мы прибыли в 1944 году на территории Киргизии и Казахстана. И слушайте внимательно, те, кто считают и пытаются с собой сравнить нас. Подавляющее большинство колхозов Киргизской ССР и значительная часть колхозов Казахской ССР не имеют возможности оплатить спецпереселенцам, колхозникам отработанные трудодни ни зерном, ни другими видами продовольствия. А теперь сравните себя. Вы зашли в дом, где еще наша еда не остыла со стола, в наших тарелках вы кушали, в наших кроватях вы спали, укрывались нашими вещами, одевали наши вещи. И как было у нас на самом деле. Вы вот такие замученные и репрессированные, а мы как? В связи с этим 215 тысяч спецпереселенцев Северного Кавказа, расселенных в колхозах Киргизской и Казахской ССР, остаются на зиму без продовольствия. Обратите внимание, сколько нас было выслано, больше 300 тысяч, а осталось уже 215 тысяч. Уже не прошло несколько месяцев. Учитывая это, полагал бы необходимым для обеспечения особо нуждающихся в продовольствии спецпереселенцев Северного Кавказа выделить в распоряжение Совнаркома Киргизской и Казахской ССР целевым назначением продовольственные фонды хотя бы в минимальных размерах из расчета выдачи на одного человека в день муки 100 грамм, крупы 50 грамм, соли 15 грамм и сахара для младенцев, детей 5 грамм на период с 1 декабря 1944 года по июль 1945 год. Для этого требуется муки 3870 тонн, крупы 1935 тонн, соли 582 тонны, сахара 78 тонн. Проект постановления Совнаркома прилагаю. Народный комиссар внутренних дел СССР Лаврентий Берия. И вот здесь данные, по которым вы можете проверить правдивость этого документа. Микояну. Секретно. 29 ноября 1944 года. Что пишет он? Наркомат заготовок по состоянию ресурсов не считает возможным выделить муку и крупу для снабжения спецпереселенцев и просит ходатайство товарища Берия отклонить. Зав. Наркома заготовок Союза СССР Фомин. И опять же вот формат этого документа, лист 2, то есть который вы можете найти вот по вот этим данным в архивах Российской Федерации. Так вот, нам не то что там каких-то преференций не было, нам заработанное уже в выселке нам не давали, моему отцу, которому исполнилось во время выселки 9 лет, матери 7 лет. И вы представляете, этим детишкам отказали 5 грамм сахара в день, 5 грамм сахара и 100 грамм муки. Вы можете представить, что вы в день, если вы заработали законно, вам даже не дают 100 грамм муки и не дают 5 грамм сахара. А теперь скажите мне, представители народа Дагестана, которые сегодня пытаются сравниться с народом Нохчева, в частности, с народами Ингушетии, которые пережили все эти ужасы. Я уже не говорю о других репрессированных народах. Вы можете себя поставить на одну полку, на один уровень вот с этими бедами и страданиями? Вам хоть грамм стыдно бывает? Хоть что-то?
отдаленно напоминающее мусульманство, есть в вашей среде? Чтобы, подняв глаза, смотреть в глаза представителю народа Нохчева и говорить или делать то, что вы сегодня делаете. Вы даже с опущенными головами и взглядом в землю не имеете права стоять перед народом Нохчева. Именно по вот одному этому даже документу. А что требуете вы? Давайте посмотрим документ с вашими требованиями. Номер 534 от 27 февраля 2023 года. Это после того, когда увидели, что происходит в Дагестане, Ауховском районе. То есть 23 февраля 2023 года чеченцы собрались и высказали свою точку зрения. Смотрите мои ролики про 23 февраля. И вот 27-го выходит на свет вот такой документ. Российская Федерация, Республика Дагестан, культурно-историческое общество, фонд Шамиля. И вот здесь, как вы видите, все данные. Махачкала, улица Бутырная, 11, офис 518, телефон 8 928 567 1357. Имейл и регистрация в налоговом органе. Председателю Народного собрания Республики Дагестан Аскендерову З.А. Уважаемый Заур Асенович, Культурно-историческое общество фонда Шамиля обращается к депутатам Народного собрания Республики Дагестан в связи с участившими случаями необоснованных обвинений некоторых руководителей и жителей Чеченской Республики в адрес насильственно переселенных жителей дагестанских сел и в населенные пункты ЧССР. Вы предыдущие документы, если вы не верите, посмотрите, кто вас насильственно переселил. Ни одного документа насильственно переселенных нету. А добровольное переселение, да еще с танцами, песнями и музыками, с транспарантами и потом в последующем митинге о невозвращении чеченцев на свои родные места. Десятки и сотни тысяч, вообще-то вас сотни тысяч, вообще в помине не было, пострадали от этой насильственной депортации государства. Мы искренне сочувствуем всем незаконно репрессированным народам СССР. Особенно нам близки те трудности, которые перенесли наши соседи и братья-чеченцы. На мой взгляд, это оскорбление народа Нохчева, когда они говорят, им близки трудности, которые перенесли. Я вам показал документ, что вы даже не нюхали проблемы. Потому что мы насильственно переселенные, как никто другой понимает это и знаем, что значит остаться без своего тысячелетнего очага. Но хотелось бы предупредить те горячие головы, которые ночами не спят и думают, как бы рассорить два братских народа. Какие народы? Братские народы какие? Назовите имена. Чеченский народ, я понимаю, разговор идет. А другие народы, кто? Дагестанцы, то есть разговор идет от имени всех дагестанских народов, которые превосходят больше 30-40 по своей численности. От имени всех народов имеет ли право вот эта непонятно какая организация говорит? Так вот, что она говорит? Мы вам этого сделать не дадим, и вам это не удастся. А этот документ не является ли именно тем документом, который пытаются рассорить народ Республики Чечня, Чеченской Республики, и народ Республики Дагестан, народы Республика Дагестан. А конкретно это пасквиль, мне кажется, одного единственного народа. И догадайтесь 3 раз, кто в этом объединении рулит. Что вот они просят? Мы просим вас выступить с законодательной инициативой в адрес Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации с просьбой рассмотреть в Госдуме вопрос о принятии закона о признании насильственно переселенных народов Дагестана депортированными. По отношению к нашим братьям-чеченцам и ингушам этот закон принят в начале 90-х годов. Если это возможно, просил бы довести мое обращение на завтрашней сессии до депутатов Народного собрания Республики Дагестан. Все необходимые документы мы предоставим. С уважением, президент фонда Шамиля, член Общественной палаты Республики Дагестан, командир ополчения 99-го года, заслуженный работник культуры Республики Дагестан Хархачаев. Вот наш друг чеченского народа.
Со своей стороны, что я могу сказать? Я думаю, ну вот дальше уже кроме как с юмором говорить невозможно, я думаю, что Хархачаев говорит правду, надо поддержать его. Да, надо признать все эти народы депортированными и выслать обратно, так же, как и чеченцев выслали обратно с Казахстана. То есть восстановили справедливость, и чеченцы, и ингуши вернулись на свои земли. Но до сих пор вы не отдаете наши земли, этот пасквиль понятно для чего сделан. Поэтому я прошу признать их депортированными и вернуть на свои земли в горы Дагестана и освободить наши земли и дома. Убедительно вас просим об этом. Плюс мы очень просим выделить депортированным чеченцам и ингушам в том же количестве субсидий, которые выдавались и выдаются по сегодняшний день. Я также прошу, мы знаем, что сегодня наши братья воюют в Украине, там с горой стоят, скажем так, за Российскую Федерацию. А ополченцы 99-го года получают пенсии. За какие ополченцы, какие боевые действия? Что, регулярной армии Российской Федерации не было? За то, что именно вот эти ополченцы пили водку, за это им дают пенсии, за это им дают награды? Где справедливость в этой стране? Мы тоже хотим, я тоже ополченец, скажем так. И сегодня я вам говорю, мы с трудом завоевали Российскую Федерацию, и теперь это наше государство, и мы за нее воюем. Чеченцы, не в один десяток тысяч человек воюют за Российскую Федерацию. Мы тоже ополченцы. Дайте нам эти же преференции, дайте и нам звание командира ополчения или ополченца, и дайте нам эти пенсии. Ни один представитель народа Нохчо не избежал войны на территории Чеченской Республики. Мы все ополченцы. Почему нам не дают эти удостоверения, пенсии, льготы на электричество, газ, воду и тому подобное? Почему это должны давать дагестанцам? Я убедительно прошу признать их депортированными и вернуть на свои земли. Пусть они живут у себя в своих горах. И убедительно прошу выдать, как вы признаете этими депортированными, или даже не признаете, сегодня, которые получают люди и представители народов, которые живут в наших домах, чеченских домах, на чеченской территории сегодняшней Республики Дагестан. Эти земли мы хотели бы вернуть обратно. Плюс нам требуются те же компенсации, один в один, ни одной копейки больше, чем получают те представители, которые еще не признаны хотя бы депортированными, однако получают страшные деньги. На семью по несколько готовых домов в районе Прикаспийска, получают субсидии, получают всевозможные выплаты. Мы тоже хотим получать. Как это чеченец, который не может в свой дом войти с 1944 года, когда его выслали, он приезжает в свой дом и не может войти. И никаких ему нету выплат, никаких пенсий нету, никаких удостоверений нету. Да, получается удостоверение, что он репрессированный, и даже не депортированный, а репрессированный. Это правильно будет. Короче говоря, я за то, чтобы всех тех, которые живут на наших землях, и даже плюс под ту гребенку можно всех, кто незаконно проживает на других землях, там, Кумыков, там, я не знаю, Лезгин и тому подобное, всех, кто пришел, спустился в гор, вернуть их обратно. И забрать все, что им дали, незаконно, начиная от нашего имущества народа Нохчо, которое выслали в 1944 году. Пожалуйста, верните наши ложки, тарелки, кровати. В одном из роликов, когда выселяли по решению суда с 10-го раза, милиция не могла справиться, выселить с дома, они обдирали в доме обои. Вы можете себе представить? Они забирали даже оборванные обои представители народа Дагестанов, которые жили в наших домах, их по решению суда выселяли, мы это тоже ролики видели. Обдирали обои, выставляли, выламывали окна, двери, забирали все, что могут забрать. Хотя мы, когда уезжали, мы обои не обдирали. Нас, когда выселяли в Казахстан и Киргизстан, покажите хоть одно доказательство, что мы ободрали обои, выбили стекла, выломали двери. По факту что? Наши тарелки, ложки и готовая еда оставалась в очагах, на столе. Наши кровати были застелены. И вы, депортированные якобы, пришли в постель, легли, быстренько умяли то, что было в тарелках, в чашках, в кастрюлях,
у вас готовое хозяйство, коровы, бараны, куры и другие живности, которые приносили пользу, лошади, ишаки, заготовлены дрова. Это вы были депортированы? А нам, которые были по правде депортированы, репрессированы на территории Казахстана и Киргизии, нам то, что мы умерли, количество умерших уже видно по количеству, которым просят еды, не давали абсолютно ничего, в голое поле высаживали. Из камышей люди пытались детей защитить от ветра. Вместо еды матери плачущим детям, не имея возможности дать еды, варили камни, пытались успокоить детей, что якобы готовят еду. Тысячами, десятками тысяч людей умерло от голода. И они работали до осени, рассчитывая, что еще что-то могут получить, устраивались на предприятия сельского хозяйства там, или другие предприятия. И они не получали еду. О каких зарплатах там разговор идти? Еду на заработанной. Вот они работали и все равно ничего не получили. А вы? Вы хотите с нами сравниться? Эта боль никогда не пройдет, пока существуют на земле вот эти лицемеры. И фонд Шамиля, вы представляете, это спонсируется, финансируется государством. На основании чего, спрашивается? Представитель, заслуженный работник, президент фонда Хархачаев, член Общественной палаты Республики Дагестан. И если вот эта несправедливость в отношении нашего народа существует, вот вам вопрос, представители народа Дагестана, ответьте мне в комментариях, это справедливо? Как вы хотите, чтобы мы, представителям народа Дагестана, вот к этому фонду, всех, кто его поддерживает, всех, кто живут в наших домах, на наших землях, вы какие хотите с нами отношения, братские иметь? Вы хотите, чтобы мы молчали? Вы хотите, чтобы мы умерли, или что вы хотите? Как вы хотите, чтобы к вам было отношение? Вы посмотрите, как мы к вам относимся, как настоящие мусульмане. Вот эту беду и горе, которое я здесь вам показываю в этих роликах, это мы прошли, а не вы. И мы, несмотря на это, имеем реально братские отношения. У меня лично есть аварец, которого я уважаю. Он занимается работой, разводит рыбы там и тому подобное. Хоть мы мало виделись, но я знаю, что это достойный человек, своим трудом пытается заработать что-то. У меня есть андиец, дружеских отношений. Да, мы не сходимся во многих вещах, именно вот эта пропаганда на них действует. Но, несмотря на это, у меня дружеские отношения. И пережив все это, а я знаю столько, что даже если даже этот ролик уже будет считаться, что я что-то не... Вот найдутся такие идиоты, которые будут говорить, что вот ты портишь братские отношения. Даже эти идиоты будут, потому что это, правда, неудобно. Несмотря на все эти вещи, несмотря на те вещи, которые я знаю, которые мне отец с матерью передавали, как они жили, мои бабушка с дедушкой, которые были в живых, двоюродные, оставшиеся живых с Казахстана приезжали, рассказывали, какое сравнение идут ваши проблемы. И у вас есть стыд, есть у вас совесть. Дайте оценку и попытайтесь разделиться, отнекиваться от нечисти, от несправедливости. Аллах только со справедливыми, и Аллах с терпеливыми. Интересно, насколько же у нас должно быть это иман, вера в Аллаха, справедливость, терпение. Сколько оно должно быть у представителей народа Нохчева? Вы считаете нас слабыми? Спросите у русских, которые воевали в Чечне, начиная с царских времен, мы можем воевать или нет? И у вас все вопросы отпадут, когда вы будете считать нас равными или себя вы будете считать выше нас. Вот на вот так многие вопросы я хотел бы получить ответ. Я извиняюсь, конечно, что у меня все эмоционально, но все абсолютно, все, что я говорю, основано на документах. И я не призываю ни в коем случае нарушения законов Российской Федерации. Хорошие они или плохие, они приняты. Я вопию, я взываю соблюдения законов Российской Федерации. Нас убивали последние 2 войны под этими лозунгами о наведении конституционного порядка. Я требую, я не просто прошу, я требую навести конституционный порядок на территории Республики Дагестан. Мы столько грехов, сколько здесь совершено в этой Республике Дагестан,
наш народ никогда не совершал. Ни в какие времена. Мы всегда были свободолюбивы и требовали справедливости. И за это нас почему-то наказывают. У нас наводили конституционный порядок. Почему, когда нарушаются все мыслимые и немыслимые законы, дается возможность людям, которые сидят в правительстве Республики Дагестан, вот эти вещи творить и появлять на свет? Почему не соблюдают закон, а сейчас требуют приравнять себе? Есть ли какой-нибудь орган в Российской Федерации, который соблюдает закон, смотрит за этим законом, разъясняет, наказывает тех, кто нарушает этот закон? Есть же закон о реабилитации. Я уже вам показываю, в 1956 году кто сделал. Соблюдается этот закон? Нет. В 1991 году соблюдается закон, который вышел о возврате всех этих? Нет. Сегодня в суд не можем выиграть в Республике Дагестан. Чеченец, который он здесь жил, его предки здесь жили, он не может выиграть суд. Почему он должен вообще в суд входить и доказывать свое? Не должно ли быть, если государство является демократичным, если государственные деятели являются справедливыми, то не должно ли быть со стыдом упрашивания этих людей: пожалуйста, верните свои дома, вот получите компенсацию, мы были неправы. Не так ли оно должно быть? Или должен человек унижаться, ходить в суды, просить, его хают, матерят, когда он к свой дом подходит, говорит: вы не воевали, вы такие-сякие. Вы это ролики все помните. И до последнего момента, пока представители народа Нохчева не сумели построить мемориал в Аухе, где показали несколько тысяч фамилий, которые участвовали в военных действиях, только после этого зубы вырвали у гиены, которые кричали, что мы не воевали, что мы были на стороне врагов Советского Союза. Теперь уже сказать нечего, когда есть доказательная база. Хотя это она была всегда. И то, что там есть количество людей в несколько тысяч раз меньше действительной цифры. И почему мы должны все время доказывать, что мы невиновны, что мы правы? Где существует закон в этой стране, как понятие такое есть, презумпция невиновности? Или оно применяется обратно? Только мы всегда должны быть виноваты, а все окружающие народы правильные. Соблюдать кто-нибудь будет в этой Российской Федерации законы Российской Федерации? Почему в отношении народа Нохчо всегда претензии? Почему нету этих претензий и жесткого принуждения к соблюдению закона? Почему мы едем в Сирию и принуждаем их соблюдению, то есть как ООНовские войска или что-то. Мы едем в Казахстан, мы едем в Украину, мы их заставляем соблюдать закон, принуждаем к закону соблюдению. Наш народ притесняется, якобы мы нарушили все законы, и нас тоже пытались принудить к соблюдению закона. Почему не соблюдают, не принудят Республику Дагестан соблюсти этот закон? И вообще, нужна нам эта республика в том виде, который сегодня существует, который создает сильнейшие трения и проблемы на Северном Кавказе? Вы думаете, это чеченцы такие плохие? Вот эти некоторые представители некоторых народов в Республике Дагестан сеют смуту на всем Кавказе. Мы сегодня видим в передачах, посмотрите передачу «Бесогон», который ведет народный артист Российской Федерации, как он объясняет и рассказывает. Сегодня спонсируется и финансируется, сегодня, когда идет война на Украине, российского государства против украинского государства, и которое поддерживается всем миром, это украинское государство. У нас внутри Российской Федерации находятся такие организации, отдельной общественной организации, государственной организации, которые настроены против Российской Федерации, нарушают все эти законы. Точно так же в Республике Дагестан существуют враги и противники Республики Дагестан. Не в том плане освободительного движения или попытки восстановить справедливость, как это было от народа Нохчева. Народ Нохчева ничего против не имел других народов и народностей Российской Федерации. А вот именно вот эти представители, вот этот документ, я прошу дать оценку этому документу. Является этот документ, наводящий мосты между народами, сплачивающий, приводящий к добру, приводящий к тому, чтобы
народы Дагестана и народы Чечни друг друга любили и уважали. Этот документ нацелен на это или нет? Я прошу правоохранительные органы Республики Дагестан дать оценку. Ну и что он член общественной палаты? Ну и что он командир ополчения? Я вам 99% гарантии даю, что здесь что-то нечисто. Прошу исследовать, расследовать. Прошу поддержать, дать им звание депортированным и вернуть на свои исконные земли. Ролик слишком длинный. Я думаю, меня простят мои эмоции. Я на стороне справедливости. Я богобоязненный. Я законопослушный. Я хотел бы иметь отношения с такими же людьми. И призываю к соблюдению законов государства, в котором живем, законов общечеловеческого жития и, самое главное, законом, который нам дает Аллах. Если кто-то с этим согласен, прошу в комментариях это подсказать. Если кто-то не согласен, прошу привести аргументы, что это не должно быть так. На этом я ограничусь. С вами был Асланбек, канал журнала «Клуб российских изобретателей». До новых встреч в следующем ролике.